Международная акция Museum Week стартовала 19 июня, объединив общие идеи все музеи мира. Ежедневно в крупнейших социальных сетях, раскрывая определенную тему, работники музеев привлекали внимание к музейным коллекциям и культурному наследию. Впервые акция прошла в 2014 году по инициативе комьюнити-менеджеров французских культурных учреждений и музеев в сотрудничестве с командой Twitter. В этом году своим участием пользователей социальных сетей порадовал и музей имени Эрзи. Музей Эрзи решил не игнорировать данную акцию и принял в ней участие впервые. И явно не в последний раз, стоит мне оговориться. Акция, ключевая тема акции в этом году – это женщины и культура. Сама подача акции была достаточно оригинальной. Каждый день был тематическим. И были темы, которые на первый взгляд кажутся даже не немного, а совсем не сочетаются с словом «культура». Казалось бы, что общего у культуры и еды, спорта, путешествий. Но это только на первый взгляд. На самом деле культура настолько многогранна, что может вместить в себя огромное количество явлений. Мы рассказывали о различных произведениях искусства, которые находятся в постоянных коллекциях музея, в постоянных экспозициях музея Эрзи. Еда. В первый день акции музеи рассказывали, что связывает их с приятной и всегда радостной темой еды. В музее имени Эрзи представителем вкусного хэштега стали полотна Рябова, свежей рыбы и мисюры колхозницы Макшанки. Они наглядно отражают хэштег «Фуд». Спорт. Спортивная тема всегда была близка республике. Многие наши спортсмены могут похвастаться высокими результатами и большими достижениями. Деятели искусства не обходят эту тему стороной. Спортивная весна Говоркова, скульптуры в детской спортивной школе Чернова и полотно на городской окраине велосипедисты Осовского – яркое тому подтверждение. Музыка. Искусство – это застывшая музыка. Поэтому эти понятия неразделимы. Третий день акции посвящен музыкальной теме. «Мужик с гармошкой» – яркий представитель подборки. Музыка также отражается на полотнах известного мордовского художника Евгения Ноздрина, который изобразил певца Иллариона Яушева на фоне черного фортепиано. На протяжении 36 лет в музее имени Эрзи проходит сезон вечеров классической музыки. Украшение многих – рояль, производство фирмы Steinway и Sons, который также отражает хэштег «Music». Занимательные истории. Знакомьтесь, портрет Марты Элленберг. Работа всемирно известного скульптора Степана Эрзи. Париж, 1912 год. По легенде, знатной женщины была возлюбленной Степана Дмитриевича, но их счастье было недолгим. Пара распалась, и Марта, родив от Эрзи сына, уехала в Бразилию, где вышла замуж за ученого. Об этом скульптор узнал гораздо позже. Но было ли это в действительности? На самом деле у Марты Элленберг никогда не было детей, ни богатств, ни переезда в тропическую страну. Девушка проводила время со Степаном Эрзи, но скорее как помощница и подруга. Ее сердце было занято другим. Какой версии верить, решает каждый сам. Книги. Наступил день книг. Еще одна неразрывно связанная с искусством тема. Для многих деятелей искусства книга становилась музой. Она вдохновляла художников и зачастую находила отражение в их творческом замысле. Например, на полотнах Сычкова «Школьница-отличница» и Илюхина, который изобразил портрет известного мордовского поэта Никулы Иркая на фоне библиотеки. Путешествия. Под хэштегом «Travel» музей имени Эрзи рассказывает о путешествии длиной в жизнь. Судьбу великого скульптора 20 века Степана Эрзи вполне можно сравнить с большим путешествием. Началось оно 27 октября 1876 года в селе Баево Алатырского уезда Симбирской губернии. Художник жил и работал в разных городах России – Казань, Москва, Екатеринбург, Батуми, Баку и других. В странах Европы и Южной Америки. Каждое место оставляло след в его творчестве. Это проявлялось в выборе тем, материалов, технических экспериментах. Большие перемены произошли в Аргентине, где скульптор прожил более 20 лет. Работы мастера находятся в музеях и частных коллекциях всего мира. Самая большая – в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени Эрзи. Культурное наследие. В выставочных залах музея имени Эрзи представлено огромное количество бесценных сокровищ культуры. В музейных фондах более 15 тысяч единиц хранения. Русское искусство, современное, отечественное, декоративно-прикладное искусство художников Мордовии. Героем подборки по хэштегу заключительного дня можно по праву считать Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени Эрзи. Подобные акции не могут не вдохновлять. Общее количество публикаций во всех аккаунтах музея имени Эрзи по тематическим хэштегам остановилось на отметке 70. И это только первое участие в музейной неделе. Итоги проделанной работы говорят сами за себя. Если говорить непосредственно об итогах, то нам
нам вообще так много хотелось рассказать нашей аудитории и привлечь новую аудиторию, что порой в рамках каждого дня мы не ограничивались лишь одной публикацией в социальных сетях, не могли просто ограничиться, потому что музей Эрзи настолько богат своими коллекциями, произведениями искусства, абсолютно разноплановыми, уникальными, что каждый день нам приходилось, пусть это не прозвучит несколько в негативном свете, это наоборот, мы рады были, что нам приходилось, мы рады были такому богатству и свободе выбора. Мы размещали несколько публикаций. Портал Культуры РФ, куратором которого является Министерство культуры Российской Федерации, не раз и не два упоминал музей имени Эрзи в своих подборках, выставлял те фотографии тех произведений, которые мы в своих аккаунтах размещали. И, конечно же, это тоже привлекало внимание со стороны целевой аудитории, абсолютно разных возрастов. Добавьте к этому немалое количество репостов, лайков, перепостов, и вы поймете, что наше участие точно было не рядовым.